Тем временем в Бугульминском районе местные пенсионеры вступили в неравную схватку с одной из самых крупных местных коммунальных компаний. Жители окрестных деревень шлют письма в различные инстанции с просьбой усмирить пыл руководства Бугульминского водоканала, сотрудники которого совершают незапланированные набеги, сметая все на своем пути. Уже несколько деревень в районе оказались в летний сезон в буквальном смысле отрезаны от главного источника жизнеобеспечения – воды. Сотрудники водоканала срезают под корень трубы и колонки для забора воды, которые были построены силами местных жителей еще в советские годы. Подробности от Эльзиры Юзаевой. Как говорят, не узнаешь мира, не зная края своего. Юго-восток республики по праву называют Татарстанской Швейцарией. Природа щедро наделила эти края несметными богатствами. Высокие горы, густые леса, голубые озера и многочисленные родники. Люди испокон веков здесь жили в гармонии с природой. Еще в советские годы в деревне Елховка, что находится всего лишь в нескольких десятках километров от Бугульмы, был проведен водопровод. Вода в деревню самотеком шла из родников с ближайшей горы. Причем водосток был такой силы, что для его природного хода не нужно было строить дополнительные сооружения, возводить водонапорные башни, сооружать насосы, помпы, станции. Природа обо всем позаботилась сама. Люди лишь проложили для воды дорогу. Водопровод долгие годы служил исправно, берегли его как могли, чистили родник, меняли краны, утепляли, заваривали течи, так как вода в деревне – это источник жизни для всего живого. Приехала санизаторская машина, чтобы выкачивать, эскаватор приехал. Все приехали, чтобы воду с нас убрать. Так в Елховке одни потеряли стыд, другие – покой, сон и воду. Незваные городские гости без какого-либо зазрения совести решили выставить счет местным пенсионерам за несуществующую коммунальную услугу – за родниковую воду. Ситуация не столько абсурдная, сколько циничная. Особо ретивые пенсионеры получили штрафы поболее, чем те, кто решил беспрекословно за все заплатить. Такой вот особый тариф на покорность. Населению было предложено заключить договор на поставку воды с предприятием «Бугульма-водоканал», но неуемная жажда наживы оказалась слишком высока. А чтобы деньги уж наверняка не утекали сквозь пальцы, сотрудники предприятия во время своего очередного незапланированного набега срезали на корню все точки водяного сбора, все деревенские колонки, откуда пенсионеры брали воду. В результате 12 домов вот в этой округе получилась у нас сумма 1 693 000. Пенсионеров. С пенсионеров. Даже по пожарной безопасности у нас по деревне нет воды. Вот, даже да. Попить нет у нас воды. Они наоборот делают говорят, против людей. Возрождают, а тут наоборот. Глушат. Против народа все делается. Но они предлагали нам платить, мы им спрашиваем, на основании чего? Может быть, вы вода нам воду положили, может быть, вы обслуживаете что-то. На основании чего мы должны вам платить? 11 тонн, вот вы подумайте, 11 тонн человек может в месяц тратить. 11 тонн, это я 40 ведер воды в день могу истратить на себя, на человека, да? Откуда эти расценки берутся, непонятно. Такой тариф выставили поставщики услуг за родниковую воду жителям еще одной деревни Новоалександровка, где проживает сегодня 500 человек. Письма с предупреждениями они начали массово получать в январе 2019 года. Платежи за родник по городским нормативам, как за централизованную фильтрованную воду. План у коммунальщиков до гениальности прост – прийти, обрезать трубы и выставить счет. У нас мало того, ни одного магазина нет, что нельзя будет купить где-то эту воду. Даже уже колонок лишают. Вот в соседних селах во всех деревнях вырезали колонки под корень. Их не волнует, что вот у людей там сараи, бани, что они с колонок, кстати, все под корень срезали. В Новоалександровке свой родник пока смогли отстоять. Закон Архимеда никто не отменял. Их выталкивающая сила оказалась больше силы влияния водоканала. Скотину держать уже становится практически невыгодно. И потом подумаешь, в саду выйти полить или не выйти полить. А сейчас да, лето, вы сами знаете, какие. Можно понять, если воду качают, например, качали бы нам с Камы. Ну, скажем, действительно, на всех не хватает.
там какие затраты приличные. У нас еще свой его родник, почистить надо же, да? оттуда вода бежит, излишки воды в ручье убегают мимо деревни, а мы должны экономить. Что закон, то тайга. Большая волна дошла практически до всех тихих гаваней Бугульминского района. В поселке Карабаш, где люди всегда исправно платили за питьевую воду, были срезаны все уличные колонки, чтобы у проезжающих путников не было даже и мысли воды напиться. Козленочками станут, нежели позариться на чужое добро. Водоканал дает жару. Даже в общественной бане дым коромыслом стоит. Штраф прилетел за кусок шланга неизвестного происхождения. Коммунальщики такую находку оценили ни много ни мало, а в 1,5 миллиона рублей. Из камучандан торчал сосок по этим. Это что такой? Я говорю, базану, блин, куланмывыз, еще как. Ага. Акт составили, все. Штраф пришел 190 тысяч через полгода. Все-таки надо как-то объективно подходить к этому вопросу. Прежде чем выставлять такие огромные суммы жителям, да, надо разобраться вообще, а потреблялся ли такой объем воды вообще. Это же объективная ли информация по этой потребленной воде? В народе говорят: сделай добро и брось его в воду. Такой вот уж у нас народ, не ждет благодарности, награду или признания. В 2012 году Бугульминский водоканал стал участником программы «Чистая вода». Каждый работающий житель района, без исключений, внес свой денежный вклад в благое дело. Каждое предприятие, каждый бюджетник перечислил определенную сумму денег на то, чтобы обеспечить Бугульму чистой питьевой водой. В итоге за проделанную огромную работу предприятие «Бугульма-водоканал» становится даже обладателем особой награды ООН. В 2019 году сменяется высшее руководство водоканала. Сегодня его единственным владельцем является бывший сити-менеджер набережных Челнов, в последние годы занимавший должность заместителя министра строительства, архитектуры ЖКХ республики Ринат Абдулин. Только в прошлом году империя Абдулина получила прибыль на сумму свыше 262 миллионов рублей. За чей счет банкет? Комментарии будут излишними. На наше письменное обращение о законности действий сотрудников предприятия в деревнях Бугульминского района был получен удивительный по своему цинизму ответ. Внимание на экран. Водоснабжение в населенных пунктах осуществляется круглосуточно. Вся система работает в штатном режиме, основные узлы системы не отключались и не демонтировались. Объекты являются собственностью Бугульминского муниципального района, потому работу по предотвращению возникновения пожаров должны проводить муниципальные органы. По данному факту Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан было возбуждено уголовное дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления. Эльзира Юзаева, Иринас Васиков. 7 дней.